Сохраним память о подвиге героев Великой Отечественной войны. Ну что, я же президент был в 43-м году, 13 ноября. Вот. Попал я сначала в Валкино. Валкино заболел, попал в госпиталь. Потом в Свердловск попал. Тут пехотном учителе было. В пехоте был. А солдатом простым, конечно. В это Свердловское училище попал. Вот самоходчиком я попал. Выпустили меня как заряжающего было. Су-150 на 100, Су-100 называется машина. Она на базе где-то 34-ки, только башня цельная, как говорится. У танка поворачивается свободно, а это цельная. Вот я был заряжающим. Мы получили машину в январе 45-го года уже. И поехали, в Осиповичи поехали, под Брно, в общем, поехали под Будапешт. Но доехали до Осиповича, в Белоруссии. Нас там встретил командир полка Леонов, подполковник. Вот там получилось так, что этот полк 10-22 разбили оставшиеся машины, которые он передал другим, и вот он сам выехал, и нас забрали. Ну, экипажи, которые у них были, тоже привез он в Осиповичи. Получилось так, некоторых экипажей, значит, отправили в Свердловск обратно, я остался тут со всеми. Ну и после этого война кончилась, мы ждали пополнения самоходки Су-152, но и они не приехали. В Берлин нас назначали, это говорили. Вот был я на параде в Минске в 1945 году. После этого приехали снова мы в Осиповичи, и нас сколько-то времени поддержали, и нас в Монголию перебросили. Монголию перебросили, там вот мы наступали через Кинкан. Ну, за Кинкан я получил благодарности верховного командующего. Ну, медаль получил как за Японию за 25 лет, это Советской армии получил это медаль. Вот, и все. Вышли сначала на город Туциань. Под Туциане были жестокие бои у нас где-то. Ну, одно скажу, вот видите, нет, вот я нахожусь вот в небольшом вот таком вот отделении, что вот как вот вы, как в этой машине сидите. Здесь наводчик сидит, допустим, это впереди, там механик сидит. Все, я сзади, тут у них. У меня даже радиофонов не было, что это на связь. Там все, значит, в наушниках какие, все переговорные устройства. Я не мог этим пользоваться. У меня только снаряды вот так вот 33 снаряда. Значит, это 16 бронебойных и 17 осколочных фугасных. Вот я пользовался вот так вот. Только что все ночью, что я видел, что вот когда только остановимся, вот выйдем из машины, служение машины, вот это я видел вокруг все, что. И то обращать внимание не приходилось, потому что надо скорее машину обслужить, надо заправить ее, что-то может быть какие-то неисправности есть. Все это скорее всего, потом боекомплект надо было сделать, вот так. Вот такая моя участь была. А какое у вас самое запоминающееся такое воспоминание
которое вы вот, самое такое эмоциональное воспоминание? Ну, знаем, под Тацане у нас очень бои были, потом под Кайтоном были, и мы вышли, наконец, в Мугден. Я же вам говорю, что война – это очень тяжелая работа. Там ни обострения, ни о чем, и ни о здоровье, некогда ничего и думать нечего. Сможешь сколько, если ты уже упал, значит все. Только это применялось. В общем, очень сложные, трудные годы были, да? Да? Тяжело. Страшно было? Да, было страшно, но чудно. Вот особенно первое время, особенно страшно. А потом как-то или привыкаешь, или просто реагируешь на это. Наверное, реагируешь. Это не то, что привыкаешь, а реагируешь. Если пуля летит, и она и уже, а то уже она полетела, уже, и там уже, она тебя убила. Это уже так вот. Сохраним память о подвиге героев Великой Отечественной войны.